Эта история должна была выйти в свет еще года 2 назад. Руслан, зритель канала, неоднократно меня приглашал в свою родную деревню посетить его родные места, походить по таежным речкам, по таежным ручьям, половить хариза, ну и, естественно, пособирать грибов, так как в данной локации километры боров и километры таежных речек. Экипажем из 3 человек выехали с хорошим настроением в хорошую погоду до деревни. Руслана отец, Иваныч, ну естественно и я сели в шикарную русскую машину по названием Chevrolet Niva и погнали, попылили по дороге. Погода радовала, несмотря на середину августа было достаточно тепло. Не совсем, конечно, подходящая погода в плане рыбалки на харюза, ну и, естественно, в плане ходьбы по бору. Ну, никак не получалось по времени, едем всего лишь с ночевкой, будем ночевать в доме детства у Руслана, ну, естественно, у Иваныча. Планы большие, грандиозные, посетить практически все речки, которые есть в данной локации, побывать в тех местах на каких-то заимках, показать избы, ну, естественно, посетить деревню. В общем, для меня поездка более такая насыщенная, более для меня познавательная. Хотелось бы поделиться тоже немного с вами, ребята. В общем, наливайте чаечек, кофеечек, как всегда, жмякнули по лайкосику. Всем приятного просмотра. Начинаем. Грибочки, да, грибочки вон стоят. Да, грибов у нас, Андрюха, это, блядь, пиздец, мама. Грибной рай. Приехать, это еще неделю надо. Надо... Можно набрать картошечки, на вечер бахнуть. Ништяк, ништяк. О, маховик какой мощный. А чего, блядь, срут-то, не понял. Хлебушек где-то у меня попросил, блядь, палец кинул. Нет, я хожу, думаю. Сейчас ловим счастливыми. Смотрите, у меня в деревне-то есть полевая сумка. Ага. Через плечо которая. А тут-то нету ничего. Я обычно кинул там снасти и все. Я же по много не хожу. Андрюха, ты что, рыбачить, что ли, приехал? Рыбачить? Сейчас пожрем да поедем, сматываем. Размотаешь, короче, покушаем, смотаешь. Кто последний поймает, тот проставляется, да? Или как там? Что, 100 грамм будем брать, не? Или рано? Ну, по 100 можно, наверное. По соточке-то, да? Больше-то нет, на. Больше не, жарко сегодня. О, сальцо. Колбаска. Лужи не брал. А моя пироги пекла. Огурцы, помидоры. А что ты все есть? Ну, если надо, я просто. Все, Да, да, куда что есть. Это с грибами, с этими, с рыжиками. Вообще бомба. Рыжики это лисички, да, которые? Нет, лисички это лисички, а это Не, рыжики. ружики А, другие, нахуй. Да, другие. Ник почти родился. Я-то на Украине родился. А что я как и переехали почему? Куда? Ну, с
Сыктывкар сейчас. Мы переехали. Все здесь и жили. Я Я никуда не переехал. переехал. Я с просто бабу армией туда. нашел, что в танке уже 3 года, Мама 4 моя. не будет. Мать Все у я меня там мама один умерла. буду. Дрова жечь, снег чистить, всё, нахуй. понял. Больше нихуя, ни работы. Была хорошая работа или Ну что, что-нибудь. проблема работать. Я бы там остался, нахуй, я бы там и жил. Мы же там все запустили. Огороды, там же Огород, тоже все там все было. запустили. Ну, потом приедем, посмотрим. Там, ну, он же дом построил, когда там 9 на 12 или сколько он, домера свой. Дом здоровый. На. Сейчас, видишь, надо ремонт делать. Тогда настрое было, у меня 10 Хули еще мы старше. наскоками туда приедем, день-два, ну неделю, блядь. Цик-цик, порыбачили там, кто поохотился, там грибы пособирали. Пш, собрались, уехали. Уже у всех Надо свои дела. печку подремонтировать, Ну, там понятно, подкрасить, конечно. там подклеить, блядь. Что это у нас? Это у нас луговичок. Ах, грибочки пошли. Красота. Фух. Ну все, перекусили. С Богом. Путь дорожку. Ну да, сегодня солнышко пригревает, конечно. Бурелаки, буреломы. Стандартная тема. Харизовок. Ходил, да, кто-то? Ну да, есть, вон видно, но. Так, ну тут вот хуяненько будет. Сюда надо. Поворотик. Ну да. Подзаросшая. Чисто окна. Чисто окна. Блин, тут удочка, конечно. Тут удочка только. Ладно, пока буду пробовать. Так, где там у меня ходовая? Харизовая. Вот это. Так. Ну да, места такие непролазные. Таежные речушки спрятаны. Так, поводочек на всякий случай, потому что щучка может быть тоже. Будем пробовать. Ну тут, конечно, вообще не под спиннинг. Неудобняк. Ну тут, конечно, вообще не под спиннинг. Неудобняк. Да, непроходимая тут тайга-то. Со своей спиной мне только тут и лазить, блин. Опа. Какое-то болото, блин, нырнул. Набрал, блин. Ё-моё. Вот такие дебри, ребята. Бобровая хата, нора. За травой не видно ни хрена. Ладно. Прям, как говорится. Невозможно, ребят. Слишком она у нас тут закоряжена. Не закоряжена, а затянута. Забросы я здесь не могу делать. Все, зацепился еще он.
Точно только удочка в таких местах. Только удочка. Жалко блесну. Рвать-то. Сейчас попробуем отцепить как-нибудь. Хватит. Длины нам хватит. Блесну неохота терять мне. Я еще не подружился с ручейком, чтобы оставить. Вот так вот, по красоте. По красоте. Так, ну что, друзья, превозмогания начинаются. Сегодня я в гостях в другом районе. Переезжаем, да? Затянула речку, да. Короче, ребят, выезд по Харюзу в другой район, в дикие места. Поехали? Короче, первая точка, небольшой ручей харюзовый, ну и он затянут весь, ребята, весь затянут. Маленькие окошко есть, где можно на удочку пробовать, но спиннинг здесь не канает. Вот, короче, приехал с ночевочкой, будем пробираться, смотреть речки, ручьи, ночевать будем в поселке заброшенном уже. Короче, ништяк, я уже зацепился, уже искупался. Короче, нормально, четко. В общем, заехали на одно место, но тут одни бобры и непролазная река, которая заросла уже вся. Так, друзья, ну что, первый мимо. Ну, просто тяжело проходить, во-первых, искать. У нас время мало. Мы выехали в 6 утра, в 7. Плюс-минус 200 километров до вот этих прекрасных мест. Грибовых, боровых. Ну и харюзовых тоже. Мест много, а времени мало. Надо пройти, успеть. Потому что сегодня у нас целый день. Время уже дело прошло к обеду. Нам надо найти более-менее локацию. Потом ночевка. Ночевать будем не в тайге, а ребята как раз Руслан и Иваныч с этих краев. У них здесь дом свой. И ночевать будем там. Ну и с утра получается рыбалка тоже. Вечером домой. Сюда, конечно, надо ехать надолго. Ну, не получается у ребят по времени. Вот. А съездить охота было. Я, конечно, со своей спиной больной еще не восстановился. И сейчас как раз не та рыбалка, что прям заниматься здесь. Потому что здесь ходишь, кочки прыгать надо, скакать. Блин, боюсь, что рванет у меня опять. Только после уколов восстанавливаюсь, потею он жестко. А так круто. Красота, в общем, ребят. И грибы. Грибов очень много. Всякие красноголовики, маховики. Тут вот ручеек впадает в речку, и Руся здесь по ямкам ходил, говорит, ну 4 года назад он здесь был.
хорошие хрюски попадались. А сейчас мы прошли только небольшой маленький омуточек там был. Сход был, кстати, харюза на червя. Ну и в общем, скорее всего, со спиннингом не получится. Буду брать удочку тоже. Ну, в общем, посмотрим, сейчас переезжаем. Бобры падают. Плотину сделали. Затопило все. О! Красота. Красота, говорю, да? Вот это и затоплено. Если вот такого не было. Вот такой омуток красивый. И туда он дальше пошел. Ага. Вот плотину построили баблы. Видишь, блядь? Ну да, все затопило, да? Хе-хе-хе. Ну чё, как-то так, да? Угу. Нехайхо. Раз под березки. Мелкий ударял. Тут можно попробовать. Вот эту. Что, ребят, пока не складывается, набрались до очередного места. Вот здесь такой плесик, но вода из берегов выходит. Плотина. И все, и хана, короче. Руся там обход ищет, набрал. Ну и в общем, у меня здесь маленький жиган выходил, небольшой дырк. И у Руси тоже была поклевка. Пока, короче, не получается ничего, непонятно. Я не знаю, слушай, лодка нужна. Моторная причем. Короче, надо обходить, ребята. Я тут в забродниках пробовал, нифига, видите, вот у них потом они вот по тайге просто ползают. Топят речку, лес топят и заходят, плавают, грызут березы. Ну, в общем, добывают себе нормально пропитуху. Ладно, поползли, что. Опять же, день, возможно, харюс тоже такая рыбка капризная. Надо утром или вечером там, то бишь, подбираться. Я пока на спиннинг все-таки, Руслан на червя, пока еще непонятно. Да толком-то не рыбачили, что еще. Тут, блин, шикарное место, вот можно ходить, но бобры, зараза, все испортили. Ползли, ребята. Иваныч у нас остался там, возле машины, возле моста этой речки. Хреново что-то стало. Ну, в возрасте уже все-таки. По тайге ползать, здоровье надо. Бешеное. Вон, видите, ребят, что они делают. Старый, конечно, срез. Вот так вот они валят. Вот эту березу тоже завалили.
молодые побеги съели, а балан валяется. Я просто со спиной своей. О, дали. Туда хрен наступишь, утонешь нахрен. Вроде пришел. Все, ладно, тут уже болото стало. Они болото сделали. Охренеть. Тут опять, видите, потом даже деревья падают. Рось! Что они тут наделали, ребята? Обошить-то обошел. К реке не могу подойти. О, бурлит. Походу плотина, ребята. Таежные приключения, ё-моё. Вот она, походу, ребята. Плотинка. Как только к ним подойти, блин. Тут ноги поломать. 3 секунды. Ну да. Что-то вон тут бурлит, ребят. Видите? Тут что-то колдовали они, походу. Фу, бля. Банька у Лотинских была. Там чуть дальше, бля. Длины. Там у Вильгородских была. Вильгородские у Лотинских спалили. Лотинские у Вильгородских спалили. Потом в Лотинские пиханули, поехали туда и нахуй. Перед Ясной Гантеле мост спалили вообще. Чтоб не заезжал никто, да? Наверняка. Наверняка, ну. Ничего не осталось, да? Труба только. Вот все, что осталось. И туалет. Ну смотри, что это площадь такая. А что, спиннинг не берете? Сейчас да, возьму. Ты тут будешь бать, да? Не, вот для того чисто. Батя, мы там лазили, Иваныч возле моста и то поймал, ребята. Небольшого. Хвост что-то отгрызанный. Ладно, попробуем. Тут чай хотели попить здесь. Местечко. Пойдем сходим, прогуляемся. Ну, конкуренты у других конкурентов. И спалили нахрен. Двухэтажный ведь дом был такой хороший. Да. Одно желание у меня тоже 1 год был. Вообще прям плотно. Хотели мы заняться. А потом построишь, блин, душу вложишь, материал, средства. И сожгут ее нахрен. Палатки есть, зато мобильность. К одному месту не привязаны. Там, ребята, выходил бы. Далеко, конечно, там где-то. Вот так тюхнет, короче, и все. Неактивный, как бы, нифига. И то, как бы, не атака, просто бодает, я так понимаю. 2-й раз, считай, уже так. Да, там также. Спиннингом, да, что вот удобно, можно обкидывать. Но не везде, конечно, ты это сделаешь. Все, он что, тюкнул. И хорош. А там прям такая волна шла, слышишь? Там глубина небольшая. Тебе бы туда добросить, конечно, бля. Андрюха, ты так, за поворот не можешь закинуть? За поворот? Было бы круто, бать, так, если можно было. Выходил пару раз, ребята, тюкал. Не крупный, походу, дождь пошел. Ну, короче, все прелести. Трава сейчас сырая будет. Будем сырые все нахрен. Тут кто-то лазил, походу. Все, вон, протоптано. Недавно причем. Вроде места такие. Люди все равно ездят. О, тут, походу, лазили. Или бобры тут, или кто. Какая-то приблуда. Короче, ребят, мокнуть не будем, идем в машине. Будем строить планы. Грибы, блин, грибы. Одни грибы.
пока не прет нам, ребят, с рыбалкой. Не можем определиться, где порыбачить, где половить, чтобы завтра с утра пораньше туда выехать. Тут тоже хожено. Там бобры, там все заросло. Такие дела. Че, круто. Кайфово, ребята. Так погулять тоже. Вообще, то с этой болезнью дома завалялся. Да и вообще охота погулять, ноги позабивать. Полезно, полезно. 100 килограмм кабанчик уже. Илюха там, он бегает по кочкам. Прыг-прыг, как зайчик. Тяжелое терели, тяжеловато. Потом просто развалился и ничего никто не стал делать, да? А что там ничего не делают, и вот, блядь, потихоньку и рухнут. Ну такая речка интересная. Нет, а? Угу. Побольше. Она интересная вообще, блядь. Так, ребят, ну что, очередная речка. А здесь уже есть щука, как сказали ребята. Понятно, мы так далеко не заезжаем. Надо ходить, бродить, смотреть. Мы так переездами. Ну, в общем, катаемся. Так, наверное, вертушечку побольше поставлю. Потому что нулевка стоит, не пойдет. Ну, ходишь по грибам, ребята. Грибов, конечно, тьма. Что будет тут осенью? Это просто будет жесть. Хороший омут. Тут, наверное, зимой можно рыбачить. Погода распогодилась к вечеру. Ништяк, может вечерком что поклюет. Найдем мы рыбку свою заветную. Траву только намочил, зараза, зря. Опа! Смотри, с моста что делает, а? Ну, с моста, ребят, надо рыбачить. Я думаю, что тут, что лазить, да, Иваныч? Сразу хапнул. О, оп! Хватал. Опа. Хватал. И так медленно сопроводил, но... Шел. Блин. Вяленький, да. Небольшой. Ну, поздняя осень-то это всегда актуально было по Харюзу. Мелкий был, небольшой. О, опять выходил. Прям здесь. Оп. Сюда надо на удочку идти, мужики. Здесь неудобно кидать чуть-чуть. Вон, дик. Мелкий, жганы. Так.
Мелкий, он мелкий. Жиганье, ребята. Жиганье. Вон, поворот. Сопровождает, но не берет. Спасательная операция Блесны. Ох, красавчик. Вообще, огонь. Все. Перешли, все ништяк. Опа. Красавчик. Пойдет. Ну, вон тут, смотрите. Да, бать? Ходить далеко не надо, он сел на мост. Пузырь поставил, да, и сиди рыбачь. Харю заловил. 3 штуки, 4 штуки здесь, считай, уже увидели. Там у тебя, считай, 2, да? Там 2, да, небольшие. 2 вытащи. Ну, это так он в вертикальную не возьмет. Даже не видно. Интересно, наверное, там надо. Все короткие. Андрюх, командуй там, доставайся. Не трогайте так вот так. Держи пизду.
А, тут в сентябре, наверное, будет, да? Ой, тут вообще пиздец. Гриб... Вот так вот просто по дорожке идешь. Да я велосипедом понимаю, пошел, я понимаю, да. Да. Ну тут этих дорожек, знаешь, сколько? Волоков. Ага. Ну, брусничка смотрю. Ну, и слушай, нет, да, еще грибов белых-то. Боровиков. Ну вот это вот чисто вот боровый металл. Ну, да. Да сколько тут километров-то, слушай, А тут, блядь, 3 километра. Ну и поехал, потом вот мы сюда налево ушли. Ага. А там направо пошла на убийство, это на черное, на вот на черное. Угу. Туда поехал, там все бара идут, бара чешет, мышек, все вот это, все бара. Так, ребят, ну что у нас? Новая локация, новая река. Это уже 7-я по счету. Я взял у Иваныча удочку. Слушай, тут спиннинг бесполезен. Тоже ручей такой. Оп. Вон такие ямки, смотрите, шикарные. Ну, сейчас мы тут пройдемся. На червячка попробую. А то спиннинг-то бьет, а толку нету. Вот так вот. Ну, уже потом ближе к дому. Ближе к деревне. Мелко так, что ли? Завтра поедем в другие места, я так понял. Короче, ребята все показывают, все рассказывают. Бары, ребята, шикарные. Понятно, эти гальяны. Гальяны они везде. Хариус-то он лупит сразу. Бумк. Но, видите, ребят, еще не время. Хариус, рыбалка, это осень. Гальяны, блин, что делают? Хариус скатывается, его потом проще найти. Сейчас он все-таки по реке размыт тут. Места много. Нужно брать просто речку, ручей и в оборону его. А так, то, что мы заезжаем, Руся просто показывает. Гальян один, короче. Показывают места все дороги, все заезды, где избы были. Короче, такие дела. Тоже ходили. Жиганек, ребята. Оп. Жиганек. Червя разбили. Поймал Руся своего. Да, один сошел, одного поймал, а один еще хорошо. Червячка надо.
Деревцам нету никого. Перекатик тут. Тут, наверное, есть кто-нибудь. Жиганек. Ну все, красного червя нету. Так. Рось, ну руки запахли рыбой, ты понимаешь? Да. Мелко. Мелко, но здесь тоже может стоять, ребята. Под любой корешкой. Где ему понравится. Надо пробивать. Перекатик такой интересный. Мелкий, зараза. Мелко, да. Вот такие ручьи, где можно ловить хариуза. Причем неплохого. Надо искать, попадать. Речек много. На одной клюет, на другой не клюет. А бывает и наоборот. Ух ты. Видали, ребята? Атака была харизовая. Резко. Или это? Нет, хариус. Мелкий. Крючок здоровый. Червяк здоровый. Мелкий жиганек. Ну все, укололся. Брать не будет больше. Слушай, взял и стоит, прикинь. О, как раз в водичку упал. Наш как будто зацеп, ничего не тащит. Поплавок замер. Интересно так. По-всякому берет. Да слушай, более-менее, да, но хотя бы берега такие устойчивые. Да? Ну вот, видишь.
Гальяны эти атакуют. Кстати, где живет гальян, ребята, Хариус считается чистой водой. Чистейший. Гальяны, короче, лупят. Какие здоровые, блин. Здоровючие прямо, ребята. Можно жарить. Четкий живец. Вообще четкий. Все, хорош. Гальяны тут. Так, ребятки, ну что уже, вечереет. Последняя локация. Блин, столько рек вообще, я в шоке. Еще одно сейчас местечко. Так, попробуем и поедем домой. Разведка, походили, посмотрели. Класс. Нормально, мне нравится. Пауза, да? Но света не будет и не будет, да, Валерий? Да, света не будет и воды не будет. Вот ездим на ручей, на родник. Все, ребята, мы дома. Разделись, затопили печку. Вот такой дом у Иваныча. Жалко сейчас заброски. Шикарный дом. Раньше жила семья. Вот. Илюха здесь родился. Все детство. Деревня, ребята. Туманчик, наверное, не видно. Тут такой пруд прикольный. Вообще, ребята показали всю деревню. Жалко, темно уже. Не смог показать на камеру. Церквушка такая стоит. Вот. Ну мы все, ребят. Потихоньку ужинать. Разделся. Снял носки сырые. Целый день ходил. Вот. Так что завтра рано встаем и попрем. Не знаю. Пока нет понимания, ребят. Но с вечера вот он поактивнел. Поактивнее стал, видно. То, что мы были днем лазили. Да и так в целом нам не получалось. То затоплено, то еще что-то. Короче, ребят. Деревня. Глухомань. Связи вообще нету, ребята. Вообще телефон не ловит. От слова совсем. Туманчики, ребят. И темные ночи. Это говорит о том, что скоро пойдут боровики. Они, точнее, уже пошли. Сейчас проезжали за водой. Люди знакомые там стояли. Пару ведер собрали. А здесь просто, ребят, километры боров. Беломошника. Здесь просто царство гриба. Ну и глухаря, понятно. Но с хоризонтом пока непонятно. Такие дела. Так, редкие огоньки, ребята. Там домик светится. А так в основном все пустует уже. Такие дела. В общем, ребят, до завтра. Сейчас мы покушаем, выпьем 100 грамм. Что-то замотались тоже. Короче, на связи, в общем. Завтра попробуем отрыбачить. Класс. Я не знаю. Карта есть? В тысячу. Вот карта вон здесь Да? лежит.
в 1000 дурака в любые. Могу бы эти Давай, показать. давай дурака справим. Могу эти показать. Короче, слушай. Фокусы. Фокусы. Слушай меня. Хочешь, бать, фокусы покажу? Покажешь. Короче, он приходит, блядь, Перминин нахуй. Я забыл, как его, Сашка или как его звать. Не Женя, прими. Ты путаешь, блядь, путаешь за этого детдомовского нахуй. Ну, короче, блядь, давай со своей этой коробкой нахуй разложили, со своим пузырем нахуй. Играем по стопочке, чпок, играем, чпок, чпок. Как шахматы играли, не чпокались. Две танки приходят нахуй. Мне ехать надо нахуй. А я, блядь, танка, уа, моя, блядь. Я психо, да поехали нахуй, хули, блядь. Все нахуй. Все, загрузили в коляску нахуй. А шлем этот был, что забрал он это. А, тут с этим-то. Да, с этой хуйней, блядь. Какой-то. Не такой, блядь, как Я эта понял, каска, блядь, понял, немецкая, понял, нахуй. понял. Хуйня. Ебашу нахуй. Возле чего нахуй? Блядь, какой-то пидорас тащится, блядь, 5 километров в час. Ну я, а тут обгон запрещен. А пошел ты нахуй, я видишь? Блядь, менты здесь, блядь. А как, кстати, асфальт раньше был? Нормально был асфальт? А? Асфальт как у раньше был? Ну вот, дорога. Нет, там все заебись Да? было, все заебись. Вот Просто я, батя, извини, перебью. Раньше, вот, когда лесовозы до Кайгородка добирались с Визинга 2 дня. Были такие времена? были. Были. Толкали Да, автобус, выходили, Ты блядь. что? Да, Толкаешь, блядь, вот так вот в грязи, пока до города доедешь, ты, блядь, рабочий нахуй, чернорабочий нахуй. Пиздец, ты с глини нахуй. Буксировали, кто кого может нахуй. Пиздец. Да, вот, ты говорит, он так-то Так я тебе говорю, тягали, было, тягали. была да? такая хуйня, ты чё? Тут до до Кайгородка, вот эта Ужгинская гора, вот где могилку проезжали Мгм. по сигнале, вот эта гора. Ну, И эта гора была вообще не проезжена. Пиздец. Тут никто не мог подняться на. да. Там такая грязь была. Ой, бля. Это в Кайгородах ездить, это, блядь, целое, блядь, путешествие.
сейчас сенокос немножко проделал. Что, ну, я думал, блядь, это, Андрюх. Здесь, короче, сильно задержится любые машины. Чуть повыше. Там, блядь, пиздец, пизда не стало. Все, блядь, попало. Такие амуртас перекатывали, блядь. Просто речка, блядь, вот. Как отсюда вот, до бревна, блядь. Солнышко лучистое. Так, друзья, ну что, доброе утро. Мы на реке. Забрались в очередное место. Толком не выспались вчера. Посидели, общались. Классно вообще. Ну, забросились, в общем. Утряночка. Пробуем, ребята. Все, поехали. Гальяны, что ли? Гальяны. Ага, понял. Первые забросы, ребят. Шикарная речечка. Добирались где-то в районе часа. Заезжали. Дорога уже сложная, грязная, была разбитая. Вот. Так что пробуем. Долго не задерживаемся. Иваныч у нас возле машины, как бы там рыбачит. А мы продвигаемся. Километра 2 попробуем пройти сегодня. Время тоже ограничено по рыбалке, так как сегодня еще выезжать домой. Ну, это разведка, ребят. Парни показали мне места. И на осень, скорее всего, я сюда приеду на недельку, может на 2 поживем. Будем собирать грибы, ягоды. Мужики будут охотиться. И я буду заготавливать грибочки. Здесь будет стоять приемный пункт. Можно будет сдавать. Что вот кто-то вот прикусывает. Гальян, скорее всего. Ну, в общем, такие планы, ребята. Конец сентября. Посмотрим, в общем. Ну и рыбалка, соответственно, конечно же, как же без нее. Осенью хариус, ребята, клюет по-другому. Ну, скорее всего, гальян теребит. О, отвалился. Все, переходим. Ну, короче, прям, ребят. Всплесков пока не видно. Ну, как говорят мужики, речка в данном месте подкармливала. Сложности, ребят, в этой рыбалке заключаются вот в таких дырках. Это бобровые норы. Надо постоянно смотреть под ноги. И понятно, что трава, из-за травы не видно. Также коряги вот такие, можно упасть, напороться. В общем,
Интересная рыбалка, трудовая, интересная, ходовая. Вчера мы там по 5 штучек-то цепанули, жиганё, понятное дело. Но мы особо не рыбачили, в основном катались. Ребята мне показывали места, угодья, шикарные места. В плане хорезийной рыбалки здесь куча рек, ручьев и все прочее. Тишина вообще. От слова совсем. Ау. У меня, блядь, вообще нахуй желания нет, и дальше идти нахуй. А что делать будем? Ну, блядь, опять на маленькую поедем куда-нибудь. Столько проехали, блин, вообще. А чё? Так а чё, я вот не любитель так нахуй, вот, ну, мы, блядь, полкилометра больше прошли, блядь. Тем более перспективные места прошли, блядь. Ну я понял, да. Но он даже нахуй не, ну, как и на мету, блядь, он даже не сплеснулся, блядь. Чё, а смысл мы, блядь, сейчас ебанем еще, блядь. Ну понятно, ноги забьем, да. Время пробьем. И я не знаю, ну решение, мне кажется, правильное. Мне кажется, нахуй нету смысла. Если бы он брал, блядь, я тебе говорю, вот здесь я, блядь, под килограмм вот вытащил, нахуй. Поплавок валялся там, блядь, харю здесь валялся, прямо под кустом. Так вот, я как червя насадил, понял. Так а я что, так же, нахуй? Гальян один у меня клюнул. Видишь, и даже не показывал. Мы тогда осенью были, блядь, 2 года вот когда. Вот Но все-таки осень поздняя, да, она все-таки решает, да ведь? Да не, мне кажется, нахуй это. Что-то не то, блядь, с ним. Ну, на больших речках, мне кажется. Ну да, здесь... И на мету, блядь, что он даже не плавится, понимаешь, даже мелкий, нахуй, не выходит. Вот, ну, мелкий должен быть, вот, нахуй, вот в этих березках, нахуй, там. Под кустами он должен быть. Он даже не должен, он обязан, нахуй. Базара 0. Да. А он, видишь, он даже не проявляется вот, ну, на крупных речках. Я вот, ну, для себя такой вывод делаю, нахуй, что, блядь, ну, крупные речки что-то не сейчас. Надо вот. Позже, да, сюда, на крупную. Или позже, нахуй, или, блядь, вот, ну, может, когда жара была, может, он, ну, хапал, блядь. Угу. Ну, блядь, не может быть, нахуй, такого, я говорю, блядь. Тогда мы с отцом были, блядь, дождь моросил, блядь, мы насквозь сырые, блядь. Мы с ним ухуярили, ну, мы, извини меня, блядь, ну, рюкзак вот этот мой нахуярили. Угу. Ну что, вернулись, ребят, к машине, 0. Батя ходил чуть выше, точнее ниже. Тоже. Да я тут общаюсь, бать. Докладываю обстановку. Блин, ну как-то так, чё. В общем. А кому сейчас легко, да, бай? Не везет в рыбалке, повезет в любви, говорит. Ладно, чё, поедем ближе к деревне туда. Может погуляем там, может грибы посмотрим. Что-то день надо как-то продуктивно провести. Раз приехали в такие края. Погуляем, в общем. Так, друзья, ну что, вернулись мы в деревню, пообедали и решили выскочить, прогуляться по бару, ребята. Ну, тут далеко ехать не надо, тут, в общем, ребят, бор на боре, гулять вообще не хочу. Бор сухой, я прямо в шлепках, вроде не стал одевать. И так, там возле машины смотрю, 2 маленьких стоит. У меня вот гермоведро
ПВХ ведро. Брал с собой под рыбалку. С рыбалкой не получилось. Короче, погуляем, ребят. Грибочков соберем беленьких. Понятно, что все рано, ребят. На недельки 2, мне кажется. И с рыбалкой, и с грибами, и с ягодами. Ну вот, прокатился, я нисколько не жалею, вообще классно. Провели время, покатались, постебались. Вообще классные мужики. Особенно приветствуются ребята, что сын с отцом двигается. Вообще дорогого стоит, конечно. Он стоит, как вы, ребят, видите. Он уже сгнил. Так что так соберем немножко боровичков. О, рядышком, ребят, малыш. Вот это наш пациент. Только-только поперли. Чистейшие, ребятки. О, класс. Да, ребят, просто десятки километров. Десятки километров боров. О, еще один. И там еще одного вижу, ребята. Вот такой. Чистые. Идем за вторым. О, а тут кто-то резал, видите, ребят? Видите? Тут, кажется, не один, а два. Вот они начинают, ребята. Сезон боровиков 2024. Здесь люди, ребята, делают бабки. Покупают лодочные моторы за сезон. Класс. Кстати, приемки уже работают. Вот Иваныч рассказывал, что раньше просто багажниками собираешь, вывозишь, сдаешь, обедаешь, едешь дальше. Собираешь, вывозишь, сдаешь. И вот так 3 раза в день. 7-8 сделал. В общем, красота, ребята, и не только. Вон там Иваныч косит. Подкашивает тоже. Круто. Ну, было замечено, ребят, что ночью туманы мощные начинаются. И ночью темные. И это как раз благоприятствует именно для боровика условия. Ну и понятно, только такие места, ребят. Беломошник. Только так. Я, в общем, немножко в другую сторону. 200 километров. Плюс-минус. И, соответственно, у меня немножко попозже пойдут. Ну, у меня в деревне. А здесь рай, ребята. Здесь они начинаются уже. О, какие красноголовички, ребята. Раз, два, три. Старый гнилой боровик. Кучка фекалий от косача. Даже 4 красноголовичка. Вот таких молоденьких можно взять. Видите, какие красавчики. А, тут даже вон еще один маленький, вон маленького оставим, пускай растет.
И вот. А, вон еще один. Семейка такая выскочила. Еще один. Таких маленьких возьмем. Че нет-то? Да, с грибами, ребята, тут все в порядке. Ну и в принципе и с рыбалкой, ну надо попадать. Хотя вот мужики тоже были в шоке, потому что мы сегодня уехали 20 километров до того места. У нас там ни одной поклевки не было. А там Иваныч говорит, ну, на жареху поймаешь штук 30 всегда, говорит. Короче, что-то непонятно с Харюзом. Ну, скорее всего, я приехал просто. Вот и все. Рыбалка осенью будет, да. Еще все-таки тепло. Трава высокая. Тяжело ходить. Ну, погуляли от души за эти 2 дня. Очень много, ребята, фекалий. Вот это по зиме боровая дичь лунилась, отдыхала под снегом, ночевала. И вот, в общем, ребята, на барах, да, боровая дичь живет, особенно в таких больших плантациях беломошника, вот этого ягеля. Ну, своя система, конечно. Вот мы были, грубо говоря, в лесу, в тайге, непролазной, как многие там пишут. Это не тайга. Но еще в тайге, ребята, бывают бары. Но это тоже тайга, понимаете? По-другому это не назвать. Соответственно, здесь можешь гулять как в парке. А в непролазные надо ползать. Что-то рыженькая стоит. Вон какой красавчик, ребят, стоит. Вообще красавец. О! Вот это уже, да. Вот это уже ништяковый. Вон какой стоит, ребята. А рядом красавчик.
А этого погрызли неплохо. Бурундучки, белочки. Пускай доедают. Этого заберем. Ребятки, 11 часов, пол 12. Стало опять жарко, душно. Ну, все-таки дело к осени, но все равно еще солнышко греет. И с утра если холодно, ночью было 9 градусов, то сейчас все равно 20 в тени и на солнце, наверное, все 25-27. Как ни крути, жарковато. Все, ребят, заканчиваю вещать, так скажем. Не получилось, конечно, что хотелось, но да ладно. Рыбалка, она штука такая, ребята. Тем более по Хариузу. Хотелось немножко, конечно, порыбачить, половить. Ну, как есть, так есть. Зато посмотрел все места, все достопримечательности. Спасибо Руслану, конечно, с отцом, то, что показали мне каждую речку, каждый ручей харюзовый, куда можно приехать, работать, обхаживать, рыбачить, заниматься. Ну и наслаждаться, конечно, природой, ребята. Это же природа просто уникальная. Все, мы сейчас доберем по ведру грибов, много не надо. И будем выезжать, потому что дорога еще не близкая. Дорога тоже сложная. Не только асфальт, но и плохой асфальт, и как бы и грунтовочка. Вот. Мне очень понравилось. Классно погуляли, позабивали ножки, побродили. Короче, ребят, познакомился, повидался. Как бы можно приезжать, можно гулять, заниматься любимым делом. А это охота, рыбалка, грибалка и просто активный отдых, ребята. Так что вот, возможно, я вернусь сюда, ребята. Точно не могу загадывать, потому что в наше время загадывать не получается на будущее. Времена нелегкие, то сегодня так, завтра так. В общем, стабильности нету. Так что не говорю этому месту пока, говорю до свидания. Увидимся. Я думаю, что приеду с ребятами. Они заезжают сюда на осень, на недельку, а то и на полторы, на 2. Охотятся, занимаются грибами, ягодами. Возможно, составлю компанию и также порыбачим, пособираем грибов, попробовать заработать. Попробую снять для вас это все на видео и показать, как можно, какие можно деньги заработать, за сколько, когда идет сезон белых грибов. Все, ребята, пойду искать Иваныча, куда-то он зашел. Понятно, Иваныч места тут знает, а я тут первый раз, в общем, ну, есть в барах понимание двигаться, тем более солнце, по солнцу легко все это определяется, но все же надо далеко не уходить. Бары, потому что, ребята, сплошные, десятки километров, и здесь можно умотать, и, короче, нет границ. Все, ребят, давайте, спасибо, кто смотрел этот ролик затяжной. Ну, хотелось просто там не только как-то там пожаловаться, многие пишут, а донести суть, ребята. Какая рыбалка может быть, какая она бывает разная, соответственно, какие бывают места и так далее. Все, ребята, быть добру, всем мира, на связи, пока. Мы поехали. Точнее, сейчас грибов доберем. На жарежку Хариуза-то не везем, а грибов привезем и домой. Оба! Спина моя, спина. Спина моя, спина больная. Но ходит вроде бродит понемногу.
Завтра мы завтра. Иваныч, ты где?